Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Новая любовь этим летом. Какой мужчина на пороге? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Новая любовь для меня этим летом. Какой мужчина у меня на пороге? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какой мужчина у вас на пороге этим летом. Какой мужчина идет в вашу жизнь, для чего, что у вас с ним будет, как сложится. Да, может быть, советы какие-то вам возьмем, рекомендации по поводу этого человека. Так, девочки, но мужчина тут, конечно, огонь. У вас тут огонь, очень много огня вышло в этом песке. Здесь прям влюбитесь, очень сильно влюбитесь, но будьте аккуратны, потому что мужчина, он немножечко как холоднокровный идет. Смотрите, вышел ваш мужчина. Мужчина прям как оловянный солдатик. Видите, какой мужчина? Вот он стоит, там не шелохнется, да? У вас с ним общая дорога, но вы к этому мужчине очень сильно тянетесь. Этот мужчина, он настолько сильно вас зацепит, он настолько сильно заденет все ваши струны души, что, ну, я не знаю, там просто какую-нибудь серенаду на них сыграть сможет. Смотрите, мужчина крайне привлекательный. Он очень такой, во-первых, высокий, во-вторых, спортивный. Ну, если он там не супер мускулистый, то он поджарый такой мужчина. Он светленький, и он, ну, такой, знаете, волевой, очень волевой, прям такой, знаете, говорит, как отрезает. Может быть, мало говорит, но все по делу, все у него прям тютелька в тютельку. Любит порядок, любит, когда вот он сам педантичный, таких же людей он любит, чтобы не опаздывали, чтобы сдержали свое слово, чтобы вот что сказал, то и сделал, да, настоящий мужик, можно так сказать. На чувства и на эмоции скупой, просто невероятно скупой, он вас этим и зацепит. Девочки, он возьмет вас именно на этот крючок своей скупости эмоциональной. Вам он настолько сильно понравится, что вы скажете, вот все, прям пропаду на этом месте, но он будет моим. Вот так вот прям будете к нему тянуться. Вот кто гордые девочки, кто такие холодненькие девочки, себя не узнаете, насколько вам этот мужчина западет в душу. Будет казаться, что он вас просто там зачаровал. Тут какие-то прям чарами любви пахнет. А мужчина, знаете, он какой? А он в душе, внутри он будет пылать к вам. Настолько вот прям трясти будет от вас, да, настолько вот он влюбится, да, желать вас будет, но он внешне сильный, он внешне большой, габаритный, но при этом, ну, ребенок, просто ребенок в душе, будет бояться, что прям влюбится, извините, и забудется, этого будет очень сильно бояться, будет вести себя очень осторожно с вами. Поэтому, девочки, понимаете, что тут, конечно, жара. Вот жара во всех смыслах слова пойдет. Этот мужчина, он не будет вас оставлять. Не будет. Он будет постоянно в вашей жизни присутствовать тем или иным образом. Я вижу, что вы будете вести себя вот как капризная девочка. Даже если вы не такая. Вот поверьте, вот настолько сильно он на вас повлияет. Вы будете его то сильно к себе звать, то отталкивать. Потому что, ну, как... Я его добьюсь, а потом он вроде как бы, да, я к нему пришла, а что-то я к нему пришла, да, это он, мужчина, должен меня... То есть тут такие противоречия у вас будут. У вас здесь с ним идут просто американские горки. Вы то его желаете, мой милый, хочу быть с тобой навеки, то вы его отталкиваете, дескать, вот ты там бревно сухое, да, даже там... Никакой нежности и романтики от тебя дождаться не могу. Мужчина долго будет открываться перед вами. Здесь это такая, знаете, книжка под замком, да, придется найти еще
ключик к этой шкатулочке с секретом. Придется вам тут постараться. И, мои девочки, прям влюбитесь вы в него по уши. Вот как хотите. Будете капризничать, будете тут и страдать. И у вас прям, знаете, как прям такое расстройство, да, переживание. И тут же вы взлетаете на небеса от счастья, что он там позвонил, написал, приехал. То есть вот такие моменты пойдут. Ай, да. Год тяжелый был для вас. И вы истосковались по любви, по настоящим чувствам. И этот мужчина, он действительно как волшебник какой-то идет. Волшебник, потому что то, что у вас будет, например, в кровати происходить, ну, не иначе как волшебство не назовешь. То есть настолько ярко, настолько необычно. И вот кто-то, да, из девушек, женщин скажет: да я там опытная, да, у меня уже там этих мужчин не было, да, у меня там 7 браков за спиной. Но то, что у вас будет с этим человеком, такого еще не было. Таких ощущений, таких чувств, таких эмоций ни с кем никогда не было. Он, вот даже понять невозможно, да, чем он вас будет брать. То есть он обычный, он не супер романтик, он вообще закрыт, он сухой на чувства, сухой на эмоции. Да, он сильный, да, он как скала, он вот от него надежностью веет, да, вот прям такой надежностью, такой мужик мужиком. Вот захотите, прям от него родите все. Сколько бы вам лет не было, вот прям скажете: вот хочу от него ребенка, потому что материал прям самое оно, прям такой, прям мужик, настоящий мужик. Да. Жарко вам тут будет. Давайте еще посмотрим подробности, потому что здесь как-то больше про вас пошло, больше вот как вы за ним. Но, девочки, придется, конечно, туда и побегать, да, за мужчиной. Что же у мужчины будет к вам? Как это все сложится? Для чего этот мужчина вообще в вашу жизнь идет? Такой соблазн сумасшедший. Моим девочкам выходит. Так. Ну, здесь хоть по-равному у вас вышло. Смотрите. Почему мужчина холодный? Ну, во-первых, он не умеет любить, это раз. Вернее, он так думает, что он не умеет. У него как бы либо опыта как-то очень мало в отношениях. Может быть, он даже, кстати, и женат был, да, но у него опыт какой-то вообще такой маленький, да. То есть, может быть, там 1-2 женщины всего лишь за всю жизнь и были. Поэтому он не знает, как правильно за женщиной ухаживать, что ей говорить, что делать. То есть он судит по тем отношениям, которые были у него, ну, либо в его семье. Вот такой момент пойдет. Мужчина вам идет именно в пару, потому что вот вы вдвоем, вы в паре, у вас общий кров, дом. Согласитесь вы на это? Нет, это уже зависит от вас. Между вами есть препятствие достаточно серьезное. Здесь это не человек, здесь именно какая-то ситуация, обстоятельства. Может, вы живете в разных местах, может быть, он иностранец, либо из другой страны приехал, из другого города. И вы вот, знаете, вы так сильно в него влюбитесь, так и потом у вас как отрезвление пойдет, да, когда он, например, будет вас звать там замуж, либо к нему приехать. Вы будете думать, вы будете обдумывать очень конкретно эту ситуацию. Ну, и каждая будет для себя выбирать, нужно, не нужно, стоит, не стоит. Смотрите, этот человек, он вот сам по себе к вам будет очень тоже хорошо расположен, но с него слова не выбьешь, понимаете? Вот он такой молчун, он такой тихушник, он будет там молча сидеть, по вам вздыхать и лишний раз там скажет: ну я же не знаю, как мне правильно к женщине обращаться, вот чего я буду ее дергать, чего я там буду со своей романтикой к ней навязываться. Ваши капризы он будет воспринимать как, ну скажем так, пикировку, да, что вы, ну, скажем, вы его, ну, проверяете, что ли, там, недооцениваете, либо там он вам противен, может быть, да. То есть никак не то, что вы там в него влюбились, и вы уже не знаете, как привлечь его внимание. Вот об этом он вообще никогда не подумает. Поэтому, мои дорогие девочки, я советую, рекомендую вам прямо говорить, да, о своих чувствах и о своих эмоциях. Не надо ждать и надеяться, что мужчина, дескать, догадается сам. Этот мужчина не догадается, у него просто тупо опыта не хватит на то, чтобы догадаться. Говорите все как есть, что вот влюбилась, что ты мне нравишься. Если будет звать собой, говорите, что ну я не знаю, у меня здесь жизнь, там семья, я не уверена, давай как бы, там, не знаю, обсудим это, да, время покажет. Давай я там попробую приехать к тебе в гости, там посмотрим, как все сложится. Не говорите нет. Не говорите нет, и лучше скажите да.
на его предложение, вы всегда можете передумать. Но если вы скажете нет, то человек может действительно воспринять, что он вам не нужен, что он вам не нравится, что не подходит. Да? Я просто вижу, что у вас тут прям такие эмоциональные качели будут с ним. Это именно с вашей стороны. Вас просто накрывать будет от этой любви к нему. То есть этого в вашей жизни либо давно уже не было, либо вообще в принципе не было. Настолько сильно этот мужчина вас зацепит. И любовь именно прям с вашей стороны просто какая-то сумасшедшая, такая взрывная прям идет. Он-то вас полюбит так, знаете, по-настоящему, по-хорошему, по-доброму, спокойно. Он спокойный человек, и любовь у него спокойная. А вот у вас просто, не знаю, может даже какой-то гормональный сбой наступит на этой почве. Мои дорогие, что я хочу вам сказать точно. Если вы будете этому человеку отказывать и будете отказываться от этой любви, вы очень долго о нем будете помнить, вспоминать и сохнуть, прям сохнуть по этому человеку. Если вы ему будете потакать, там, скажем, принимать его таким, как он есть, и если вы согласитесь на его предложение, то вы выйдете просто на какой-то новый уровень в отношениях, в принципе, с мужчинами, да, и в отношении к себе. Понимаете? У вас любовь, она такая идет, знаете, как грипп, что ли, да? Вы переболеете этой любовью. И потом у вас вот прям успокоение пойдет. Успокоение, то есть любовь, она станет, обычным чувством, да, вот доброй, наполненной, и счастье вам будет приносить. То есть первый момент, первый этап вашей любви, он вот действительно какой-то такой сумасшедший. Температура может подниматься, вы там можете, не знаю, даже похудеть на несколько килограмм, вы там перестанете кушать, вы будете сидеть на вот этих его эндорфинах, которые он будет в вашу жизнь посылать. То есть с вами будет твориться что-то невероятное. Я вижу именно вас. Вот опять второй раз мне песок показывает, что с вами будет просто какая-то шляпа. А вот у него будет совсем по-другому. И еще раз говорю, ему будет сложно вас понять. Он почему-то будет думать, что он вам противен, он вам не нравится, почему у вас реакция такая на него странная будет, да? И вы лучше не стесняйтесь, а объясняйте ему, что происходит, почему вы реагируете так странно, почему у вас вот такие вот капризы в его сторону, да, вот такое отношение к нему, чего хотите от него, чего ждете. Говорите прямо, это будет очень полезно. Если вы будете вот играть в игру, да, когда я на него там психанула, я ему об этом не говорю, просто там с ним не общаюсь, то он подумает, что я не нравлюсь, я не нужен. И лучше мне там собрать свои вещички, да, и куда-то дальше ехать в свою сторону. Мои дорогие, смотрите, между вами, тут, конечно, больше с вашей стороны вопросов пойдут, да, потому что как-то быстро все закрутится, и потом вас ждет общение, да, на расстоянии почему-то идет. На расстоянии вы общаетесь в интернете, мессенджеры, и вот вас лукавый будет водить. Вот вы не обижайтесь, но я вижу так, что вы будете почему-то все время в нем сомневаться, и вам будет казаться, что у него там кто-то есть, семья, дети, там, бывшая, настоящая. Вот будете придумывать себе. Почему придумывать? Потому что мужчина ваш честный. Если у него кто-то есть, либо бывший, там, он все вам скажет, расскажет, скажет, и ничего от вас скрывать не будет. Еще раз говорю, это мужчина не прожженный. Он вот как прям, чуть ли не девственник идет в отношениях. У него, еще раз говорю, максимум 1-2 девушки за всю жизнь были. Это не разбалованный женским вниманием мужчина. Он какой-то серьезный. У него работа связана, скорее всего, с чем-то вот там полиция, армия, медицина. То есть по долгу службы, по работе своей он не располагает большим количеством времени. Вот этот момент, он очень важный. И вот работа его такая, опять же таки, да, он не многословный. То есть нету такого, что он там часами с кем-то сидит, трындит там обо всем. Нет. Он умный, он начитанный, но он как-то привык все внутри себя, да, он философ, да, вот у него такой философский склад ума. Вот, и вы, мои девочки, не встречались с такими мужчинами, да, такой категории, такого качества. Он действительно очень качественный мужчина, штучный, я бы даже сказала. Поэтому, мои дорогие, пожалуйста, не испортите все, не нервничайте, не переживайте. Постарайтесь расслабиться и получить удовольствие от этого человека и от этих отношений. То, что у вас будет любовь и страсть, я это вижу. Главное, что не надорвитесь на вот этом всем деле. Я понимаю, будет как-то странно, вы себя не будете узнавать, как вы себя ведете, как вы относитесь к мужчине и к себе.
Для вас это вообще будет просто какой-то взрыв мозга, но это для вас какой-то невероятный новый опыт, и это то, что заставит вас поверить в любовь, в счастье, в жизнь. Вы поймете, я живу здесь и сейчас, и я наслаждаюсь собой и тем, что происходит в моей жизни. Мои милые, все советы я вам дала. Этого мужчину вы встретите, вот как раз такой будет момент, да, вот это очень жаркий период времени, и это, скорее всего, вот середина ближе, ну да, экватор лета вы пройдете, ближе к концу, но это еще не конец. То есть где-то, наверное, конец июля, начало августа вы встретите этого человека, а его высшие силы к вам приведут. Знаете, вот прям такая ситуация, что все так сложится, что он к вам подойдет. Он к вам подойдет, а вы просто вот на него как-то посмотрите и будете в шоке, насколько он вам красивый, привлекательным покажется. Вот так вот. А он просто залипнет на ваши глаза. Вот так вот произойдет ваша встреча. Это не дома, это где-то на улице вы с ним познакомитесь. Необычное знакомство, необычные отношения и необычное ваше, мои дорогие, поведение. Так, желаю вам насладиться этими отношениями и, конечно же, не пропустить свой шанс. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.